который думал, что он мусульманин, он даже выполняет все вот эти предписания. Там два рузбанабаза пустил, и Аллах ставит тебе печать кафир на сердце. У Тумсо этих печатные станки должны быть уже прямо на сердце. Они никакие мечети не ходят. Понимаете, как им плевать на эту религию? А вот этого имя Красиков посторожил около мечети, куда он ходил на рузба намаз, вот этот намаз-то гребаный, зороастрийский, которого даже в Коране нет. Вот на чем нас ловили. И мы сейчас поняли, и мы сейчас будем и вашего Аллаха опускать, и вашего хуйла, и вашу идеологию, и во что вы все верите. Мы перед всем миром покажем, что вы плевать сами хотели на эту фашистскую идеологию ислам. Вы именно через нее ездите на горбу целого народа. Целого нашего чеченского народа. Вы управляете, манипулируете всеми нашими людьми через этот инструмент. И мы вам этот инструмент засунем в ваши вонючие вот эти одни места. По факту уже засунули, но чуть-чуть нужно поднажать. Вы видели, во что они превратились? Я политический блогер, я к исламу, я не знаю ислам, я феминист, я пидораст, я правозащитник, я адвокат. Алло, вы же 10-15 лет тут приехали, пропагандировали нашей молодежи это дерьмо. А сейчас ты спрашиваешь, Томсо спрашиваешь, является ли вас героем, типа, как на какую-то честь постигнувший вот это француз, который карикатуру показал на вашего педофила гребаного Мухаммеда. Тот человек, который ему голову отрубил, является ли он для вас героем? Не. Он не для... алло, для кого он нахрен герой? У чеченцев он вообще опущенный. У чеченец не имеет права убить даже того, кто твою брат, сестру, мать всех убил. Ты его настиг, у него нет оружия, ты не имеешь права его тронуть. По чеченским всем кодексам, обычаям ты опущенный, если тронешь безоружного. Кило ямарто. Самый вот ниже, Локи, ты знаешь вообще, кроме этих двух упоминаний, ниже плинтуса можно пасть? Кило ямарто. Самые опущенные у нас. Вот то, что он совершил, оба к этому мудаку относятся оба. И он и кило, и ямарту. Сразу в комплекте. Опущены дважды. Его нахрен везут, хоронят на наших языческих кладбищах, в которых его даже нельзя хоронить по исламу. Там вот эти 1,5-метровые, 2-метровые вот эти надгробные плиты, могилы, 1,5-метровые земли, короче, которые из них делают вот эти горки. По исламу так хоронить, это наши языческие кладбища. Его нужно было похоронить на Аль-Манасе, в Аль-Баке, куда ходили ложить фугас жены пророка по ночам. Ночной охотник, где я сторожил. Вот в чем вопрос. Какого черта герои умы хоронят в Чечне? А что, миллиарды мусульман не могли скинуться по евро и 1,5 миллиарда заплатить, чтобы сделать золотую дорожку и по этой дорожке его туда увезти? Правда? А, правда? Бля, вот вы конченые. Что, Бен Салман и Умма не могли с Путиным там договориться, золотой самолет за ним отправить? Ангелы, Джабраилович спуститься, Исрапилович, все ангелы спустились. В небеса плачут, Аллах рыдает. Блядь, мой мучает, бля, ушел непобежденный. Вы же все должны были так его туда отвезти. А эти, бля, берут нахрен эту тушку этого говноеда и хоронят у нас. Делают для нас, типа, перед миром, что он наш герой. Нет, это ваш герой умы. Забирайте нахрен. Подмена понятий. Приписывание к нам терроризма и дальше. И вот когда им говорят, в исламе нету насилия. Вы что, мрази, несете? У вас 9 сур, 29 аят открываем. В исламе нет насилия. Открываем продажи рабов, нападение на спящих многобожников, целая глава хадисов, Сахих Бухари, Муслима. Вы что нахрен несете? В исламе нет насилия. Опущенные. В исламе нет насилия, пока кефир вам в одно место засунул, этот ваш меч, которым вы рубите головы.
Вот тогда в исламе нет насилия. Пока кефир вам в одном месте этот меч держит. Пока у вас селенок нет. Как ваш лох пророк ходил, да, когда мы слабые, мы берем помощь от мушриков. Как Косный Сосветлинский нас ехал делал. Когда он слабый был, он хиджар делал, он поехал куда, да, мушриком, он промыс. Этот мушрик сказал, попробуй, кто ее тронет. Это мушрик был. Но когда мы сильны, мы сказали, мы нахрен пошли все к кефиру, нам не нужна ваша помощь. Сейчас мы будем на вас ночью нападать, убивать ваших мужчин. И по 4 суре 24 аята не кяхать всех ваших женщин. И по 65 суре 4 аята они могли и тех девочек, у которых менструальный цикл не начался, не кяхать. Опущенная ума, заднеприводная. У меня все, я чутка занят тут, я альбурахами занимаюсь. Тут альбурах приболел, сердце смотрю. Давайте поговорить. Извиняюсь за мой этот ораторский вот это вступление. Просто в голове это всегда крутится, это же нужно. О, отец Рамзан Кадырка, достоин, достоин, достоин. Рамзан Ахматович, алейхиссалям. Выйдите на связь ради Аллаха. Вы достойнейший представитель уммы. Вам халиф правоверных, левоверных, православных, мусульман всей России, халиф всей Руси и всех мусульман, находящихся и в Европе, и в России. Вам же дал статус вот этот. Защитник Камасутры Аллаха и сунна педофила Музмаги. Представьте, Путин дал медаль опущенный Рамзан Кадырка. Покровитель армии Иисуса. Рамзан Ахматович, алейхиссалям. Рамзан Ахматович чистый мусульманин. Если бы он говорил, что как пророк, то ему все это дает право делать Аллах, а не Путин, он бы был бы полной реинкарнацией пророка, педофила, музмаги. А так этот, лох, боится сказать, что он имеет право изнасиловать. Он это скрыто делал. А Мухаммед это открыто делал. Вообще никого не стеснялся, срал где хочет, насиловал чужих замужних женщин, как нападая на 9-летнюю дочь своего лучшего друга прямо в его доме отникахал. Он, отец, как говорил, это мне Аллах говорит так делать. Двоюродную сестру отобрал у своего приемного сына, послал нахрен своего приемного сына, которым поклялся на Аллахе, прямо у Кааба, это ж черный камень Аллах, прямо там трижды поклялся, что он его сын. Потом, когда голую увидел свою двоюродную сестру, когда Зайда дома не было, он туда заходит, долбоеб, и видит, что жена этого, двоюродная сестра этого приемного сына, короче, голая. Он подумал, ну, мне нужно оттекать это тоже. И прислал сам себе аят. 33 сура, 37 аят. Прочитайте. Просто вникните текст, какой сукой он был. Просто он все перекладывает на... Ну, мы тебе, скажи им, почему ты их боялся там, Аллах с ним типа разговаривает. Это же долбоеб сам с собой разговаривал. Аллах разговаривает с мухой и говорит, скажи им, ты утаил в своей душе то, что мы сделаем явным. То есть, когда ты увидел голую свою сестру, и когда ты, ее захотел во все щели, ты это утаивал. Тебе нужно бояться было меня, а не этих лицемеров, грязных арабов. Скажи им, о Мухаммед, что мы женили тебя, чтобы вы не испытывали никакого стеснения по отношению к женам бывших ваших сыновей. Этим днем был запрет с этого дня усыновлять, удочерять детей в исламе. Этой сурой, этим аятом, этот дебилок из-за того, что захотел свою двоюродную сестру отникяхать, просто взял из кармана аят. Говорит, что это все претензии к Аллаху, в канцелярию Аллаху челобитную пишите. И 50 аят суры «Союзники» подтверждение всем моим словам, что Аллах дозволял со стороны матери, со стороны отца своих двоюродных, троюродных и далее по списку сестер. В исламе даже можно брат твой, личный брат есть, он развелся со своей женой, ее можно никахать. Умер твой брат, можно забрать ее, никахать дальше. Понимаете, это полное дерьмо.
полное вонючее дерьмо. И если чеченский народ весь и знает, что в этом дерьме, как мы сегодня, как есть им эти муллы, балабулы, правду расскажет, их всех нахрен со своим пророком, со своим Аллахушкой, со своими муллами, со своим Кораном, Камасутрой, со своей сунной пошлют нахрен. Они, потрачены миллиарды впустую, построено 1600 баз Аллаха на российские налогоплательщики, карман российского лоха, у которых школа, сортиры 37% на улице еще. На очко садятся. Ну, вот это в очко говорю. На дырку. Больниц не хватает, Да. поликлиник. Врачи увольняются из-за низких зарплат. Все тахтары летит. Этот, нам строят базы Аллаха на миллиарды. Представляете, 2 миллиарда долларов в Шали на эту базу Аллах, 40 тысяч человек. Какой 40 тысяч человек туда войдут? Никогда он не будет полным. Кто туда будет стоять раком, а семью кормить? Хорошо, я постою в базе Аллаха раком, а мою семью кто? Аллах будет кормить? Нет, конечно. Нет, конечно. Это просто на весь мир показывает, что мы типа Путин из нас делает мусульман. На карманы российских лохов, налогоплательщиков. Все, у меня все. Давайте. Да. Давай. Вчера одного Аллаха уничтожили. Альхамдулилля. Этого тень Аллаха. Знаешь, кто это? Тень Аллаха. Таких Это теньков Хаменеи. сейчас нужно будет искать. Теньки Аллах. Прикинь, этого, тот, который приехал на замену, типа замена Хаменеи, говорят, его тоже уничтожили. Через Чтобы день. два раза не вставать сразу. Двух отправили. Я представляешь, они уже на берегу райских рек лишают девственницы большегрудую горе. Уже начали там процесс. Как это? Рассечение девственной плевы. Да, уж. Я думаю, они сами лишаются. Будто настолько вот они пропитаны, что у меня сестра работает, ну, как бы мы христиане, и не буду говорить, в каком заведении, и человек ну, она говорит, сестра моя, я воду хочу. Она так посмотрела и говорит, а зачем тебе вода? В уразу не надо воду пить. Она говорит, а я не держу уразу. И та на нее так посмотрела злобно. Это которые вот насколько пропитаны. Вот представляете? Наши старшие, которые сейчас уже уходят в иной мир, вот эти взрослые, 60 лет, 70 лет, 80 лет, никогда никто не знал, что у них ураза и что они молятся. Они это делали дома, скрытно. У нас был позор. Это как интимное было, как бы рассказывать, как ты со своей женой ночью что-то. Это было равносильно тому. Представь, было с позором, стыдом рассказывать, что у меня ураза, что я молюсь. Буто, почему не рассказываем ни раз, что бывает во время никяха, что имам говорит? И этот процесс почему не рассказываем ни раз? Это Аллахушка Аллах чутка знает, промахнулся Аллах с нашим знает. народом. Что имам говорит мужу, жениху, что говорит он, когда Аллаху алям. Буто? Имам говорит прямо, даже тот парень, который на ней женился, раньше него он начинает, короче, как это, не знаю по-русски это будет, это у нас, короче, пуститься во все тяжкие, короче. Он прямо говорит это вообще чужой дочери, чужой жене, чужой сестре. Короче, вот задний привод нельзя включать, это харам полностью, представляешь бы? Какой-то пидорас приходит, да, задний проход нельзя вставлять. Короче, объясняет. Алло, 29-й, может, ты присутствовать еще будешь, куда нужно направить, как? Давайте будете присутствовать, что мы делаем. Суки конченые, бля.
То после первого раза надо делать, как надо купаться, что какие молитвы, когда оставляешь, надо говорить, короче, знаешь. Я же говорю вам, все муллы пидорасы, вообще конченые. А сами они, никто не спрашивает этих мулов, короче, блин, идея в голову не пришла тоже, блин, в то время. А сам ты следуешь этому или нет, знаешь? Как говорил Костецкий, если муж не удовлетворяет тебя, то обратись к имаму или кадию, чтобы решил ваш вопрос. А как-то что Этот вообще, блядь, что поехавший. предлагал по поводу? Не, представляешь, раз женщина приходит к имаму и говорит вам, муж не до конца меня удовлетворяет. Тот говорит, сейчас подожди, я проверю, все ли он правильно делает. Ложись сюда, я сейчас покажу, как надо. Давай. Бля, вообще дебилы, бля, полный дебилизм, бля. Вообще, я не знаю, как это вообще назвать, это все происходит. Это полная дичь. Какой же кайф быть сегодня имамом? Это вообще... Ты чисто царь. Имамы получают зарплаты, бля, по 100-150 тысяч, вообще ни хрена не делают. Газ, свет бесплатно. На российские бюджетные, бля, привозят с автоваза новые автомобили. Ты просто представляешь? А вы слышали, что учителям, врачам, ну, медсестрам или вот дошкольные учреждения, садика, вот эти машины выдают талоны на бензин, чтобы на работу добраться. Вы слышали когда-нибудь? А Просто для чего? представьте, просто представьте картину. Мулла балабол, который вообще ничего не производит, таких лохов, как этих мусульман, которые вредят твоему государству. Их кормят на тех, кто пашет 24/7, кто-то в месяц, все выходные даже берет, чтобы выжить. На их налоги этих, бля, просто вообще срут, жрут, бля, ходят, балаболят. Вообще бесплатно у них вся жизнь. Вы представляете, до какого состояния нас опустили? Вы просто в картин, в масштабы представили, как нас лоханули? Просто представьте. А для чего и сейчас из индусов там и остальных из бедных стран привозят там все Ну, медицинские вузы? чтобы дальше, это рожаловка же не нужна. Что, сейчас всех отправят. А Я кто дальше? думаю, чтобы за Путина проголосовали, для этого ввозят. Не, голосовать они не имеют права, потому что они приезжие и не имеют Могут ли российского дать гражданства. давать Ну, гражданство для... ускоренным, да, в ускоренном виде раз Да, раздал, как Донецкий, Луганский. В один день раз Путин да. решил, халиф всех. Да ну-ка нахрен, я раздам короче, пару миллионов паспортов российских. Какой? Все Выходит, равно, может и бесплатно. все равно граждане России мне ничего Да. боятся даже сказать. Никто не говорит, какого хрена ты раздаешь наши паспорта, бля, всем подряд. Вообще никто, вообще молчат, короче, похрен. Я так понимаю, Путин этих мигрантов будет использовать для себя. Бизнес требует рабочих. Тут Ну, уже очень... пользуют для себя, уже же он привел, уже как бы по заводам раскидал, уже пользуется. Те, кто приехали в Россию, по факту они уже использованы. Уже. Потому что приехал, уже там же видите, что творится, короче. Но сейчас самое интересное, знаете, когда начнется? Когда по роже как следует дадут, и Себастьян нужно будет с Украины, злые, бля, которым на деньги эти генералы кидают же всех подряд, там пачек по 100 тысяч их кидают на деньги.
злые, без конечностей, без глаз, без ног, без рук. Короче, приходят, а тут, бля, полностью, короче, какие-то, блядь, индусы, хуюсы, афганцы, и во все щели никаких их женщин. Представь, Представляешь, что бля, как... будет. Представь, что И будет. они будут их мочить, взрывать вместе с собой, там, пару человек в день. Там начнется, потом это генералу будут находить, их мочить. Короче, это ну это звездец. Том, при Путин том, что у них прекрасно это психика уже, понимает, и он будет до конца их там мочить. да. При том у них психика уже нарушена. Те, кто вернулись, ну, себя Да, да, взорвали, да, как на их уже гранаты. не вылечить. Их уже не Да. вылечить ничем. М. Ну, сколько бы он там их не убивал, какая-то часть все равно вернется. Хотя бы 10 тысяч вернется. Ну да. Ну, максимум он утилизирует, максимум. Эти 2-3% вернутся, те, которые уже числом не могут решить. Эти вернутся и все. Этих тоже со временем утилизируют, и Да, все. ну тут вопрос в чем? Тут люди, которые друг друга знают, как они кидают, что им их руководство, как их кидало на пушечное мясо, прекрасно понимают, что они погибнут. Вот это будут вообще злые. И они уже почувствовали запах гари, плоти, крови. Им вообще будет насрать на все. Они уйдут и унесут с собой побольше вот этих мудаков, которые вот это все вытворили. И Путин это прекрасно понимает. И они уже пользуются оружием, взрывчаткой, взрывать все уже умеют, они уже навидались. Их оружием не напугаешь, короче. Не Да. пуганные будут. Этот Пригожин 2 года назад, он реально что-то сделал или просто цирк был очередной? Да просто, короче, Это- ушел на пенсию. Он заколебался вот в этом спектакле участвовать. Просто ушел отдохнуть. Ни хрена он никакой не погиб. Просто ушел в тень, в теньке. Сидит, короче, отдыхает. А Вагнер же до сих пор, мы же знаем, короче, там есть. Ну просто сделал на весь мир, когда уже это террористические организации объявили, что весь мир понял, чем занимается вот этот Пригожин. Короче, свернули удочки и под другим соусом дальше ездят. Это уже коню ясно. Какой Пригожин. Он не хотел Москву брать. Да, Такое ощущение? это знаешь, для чего делается? Вот раз, короче, ситуацию создают специально, смотрят, кто что говорит по телефонам, в машинах, он его же везде напичкали. И выявляют всех, кто будут именно содействуют тем, кто нормально во власти прийти, демократические силы, которые есть, если они есть, конечно, которые вот всех это будут выдавать в международный трибунал, их всех выявляют и потом чистка. Вы после этого посмотрите, сколько губернаторов, сколько вот этих генералов, сколько мы, это цифры, которые мы видим, а под какими-то предлогами ушли. Когда начинается как, это, окнопад, с окон выпадать депутаты, министры, застреливаться. Сейчас у нас один муджахид тоже, правда, не знаю, он всегда ударил, что он мусульман, на хаджи был. Самоубийство, это Умар, Аллах да, говорит, что Умар? они не почувствуют, да, они не почувствуют даже запах рая. То есть он в конце жизни послал Аллаха нахрен. Понимаете? Вот такие мусульмане. Вот, короче, сейчас уже вторая часть идет. Сейчас, как говорил Джавад Дудаев, они начнут заниматься самоедством. Но опасно в чем? Народы, находящиеся в колониальной зависимости от России, будут в былых условиях с наиболее жесткостью истязаемы. То есть будут ездить на тех народах, которые находятся в колониальной зависимости. Это первый народ, это наш. Потом уже кавказский народ, потом ну, далее по списку. Самоедство начнется. В Иране гражданская война будет или с лица земли сотрется все? Потому что В там два Иране, варианта. мир понял, что во всему миру миллионы
иранцы выходят, говорят, что они хотят демократическое государство, как европейские. Мир это понял, мир это поддержал. Сейчас эту всю фашистскую, террористическую сучу отродье замочат, выберут сами, иранцы выберут из себя те, кто будут дальше налаживать отношения. И Иран будет светским демократическим государством. Вопрос только во Сейчас, времени и в средствах, которые будут приниматься. сейчас говорят, внутри них раскол. У них две армии. Одна регулярная армия, другой этот КСИР. Сейчас говорят, Америка говорит, что если в течение 48 часов Пезешкяну говорит, что ты их не разберешься с ними, с КСИРом, ну, всех вас сотрем с лица земли. А если разберешься, вас оставим. Примерно такое было. Я где-то прочитал так. Как, как бы шанс дают Пезешкяну, чтобы он разобрался. Но не знаю. Это уже перерастет в масштабную такую, в какое-то дерьмо. Дерьмо превратится. Всех приветствую. Это что за кафирское приветствие? Ассаляму алейкум ва рахматуллахи, надо говорить. Уалейкум ассалям, молочные братья, да? Бисмилlah, Что? альхамдулилля. Вот. Ребята, я только что проснулся, поэтому хотел спросить точнее сказать. Намаз-то сделал, как проснулся? Да, я по 3 раза все уже, да, уже. Намазнуться, обязательно, глаза открыл, сразу встал позу перед Аллахом. Он же любит, когда перед ним унижается. Сразу намазнулся и дальше поел. Дал, ушел. По системе я кафир, но в душе я считаю, что я человек не кафир, а просто, да, без ритуалов живу. Поэтому всех приветствую, молочных, кафир, братьев. И это что Привет. хотел сказать. Говорите. Привет, привет. Короче, hello everybody, да, hello everybody. Ребята, ходят даже такие разговоры, то, что после Ирана якобы Турция следующая, если якобы тоже, если Армения где-то поможет США еще кому-то, то они помогут восстановить территории, утерянных территорий Армении, которые принадлежали Турции когда-то. И Турция будет иметь выход к Черному морю, как раньше. Вот и все. Это не мое дело, я просто такие слышал, да, разговоры ходят. Звучит Не пока знаю. как бы, Это чтобы ближе к кто-то ради какой-то Армении фантастике. противонял Турцию. Якобы они могут помочь восстановить утерянные территории, когда-то потеряли. Вот. Но это не мое дело, просто говорю, да, вот я вот такие разговоры ходят, исторические, короче. Это сомнительно. Турция в НАТО, как бы. Она союзник США. Да, ну там тоже может произойти раскол просто. Не дай бог, конечно, но это тоже может произойти, этот сценарий. Этот сценарий якобы нельзя исключать, да? Вот. Когда-нибудь он произойдет, но пока я не вижу предпосылок на это. Но это после, да? После Ирана. Может, даже не при нашей жизни, я просто не знаю. Просто есть Не какие-то дай бог, предпосылки? конечно. Ну, береженого Бог Почему? бережет. Турцию надо разваливать по-любому. Ну, просто я не вижу предпосылок на это. Хотя Турция это не исламское государство, слава богу, это нормально, да? Турция, Эрдоган финансирует этих проповедников, которые из Северного Кавказа едут учить. Да, вот Там отсюда, обрабатывают. да, говорю, извините, что перебил. Дело в том, что они как Ничего, раз-таки ничего. могут спонсировать врагов Эрдогана. Врагов Эрдогана, да? Вот отсюда может начаться конфликт, как только они начнут спонсировать курдов, которые живут в Турции, вот, и вот врагов Эрдогана, да, вооружать, снабжать А оружием. и так далее. Курды в основном произраильские. Они более с Америкой они дружат.
курды. И иракские, и турецкие. Ну, Турки вон, против видите, уже. Да, турки просто в НАТО, они не хотят показать, что они против. Вот в чем проблема. Они не могут показать явно, что они против. Но в основном у них радикальное исламское такое направление такое. ну, Через будет ислам обрабатывают. ислам, это будет как бы первая причина, да, радикальный ислам. Да-да. Будем надеяться Ну, на в мир, России. конечно, чтобы не было войны после Ирана. Да, дай бог. Да, дай Дай бог. бог. Не знаю. Даже до Кипра уже удары наносят эти. Это мир. Ракеты их Стражи типа исламской нет. революции, походу. Прикинь, у них две армии. Одна армия регулярная, нейтральная Да. армия. Они не воюют. Воюет именно эта вторая армия. Они равны по численности. Там по 500 тысяч. Интересно, И вот интересно. свою страну сделали таким живой мишень. Представляешь? Мгм. Из-за каких-то придурков весь народ так в плохом положении. Как бы подставили свой народ. Ну, их очередь дойдет. До них дойдет это. В Их том-то и дело, что уничтожают. если дойдет, Да. то может найти очередь армянов, которые живут на востоке Турции, которые утеряли. Это не мое дело, я просто вот вспомнил, да, истории. Они также могут припомнить армяне, да, которые живущие в Турции, когда-то они. Это тоже, да, это такая тяжелая такая история из-за этого, да. И якобы армяне тоже могут вправе потребовать свои исторические земли. Вот к этому, да, может идти дело. Ну, не знаю. Честно говоря, не знаю. Просто армян мало по численности. В отличие от курдов, курды более опасные. В этом плане курды опаснее, чем армяне. Армян мало. Армян очень мало там. Тех, которые открыто в Турции говорят, что мы армяне, их очень мало. По сравнению с курдами. Курдов там 15 миллионов или 20 миллионов, Нормально. которые открыто говорят. А армян Типа, примерно 100-150 тысяч, которые открыто армяне, армянская община. Там есть армяне, конечно, но уже ассимилированные. Они не говорят, что они армяне. Те, которые остались во время этого геноцида, остались они. мгм. Ну, не дай бог, чтобы войны не было до конца, чтобы не дошло там до Кавказа, там, а потом до Средней Азии, да, моего региона. Да, да, это опасно очень. Не знаю. Невозможно что-то предвидеть. Вот в чем проблема. Ну, в том-то дело именно в такие моменты начинаются, когда начинаются такие расколы, то начинают появляться какие-то свои спонсоры, как с Украиной, там, как еще где-то происходит, да, обычно там Палестина, а, Израиль, там люди делятся аж на Да. две категории, одни за, а другие против. Вот в чем дело, Да, да. просто в некоторых странах, вот, например, с Ираном, некоторые фанатики от имени страны начинают творить дичь творят. Из-за этого под удар попадает собственный народ.